Добрый день, уважаемые журналисты. Добрый день, уважаемые друзья. Прежде чем мы перейдем к вопросам, я хотел бы сделать короткое обращение, сказать несколько слов о текущей ситуации. Во-первых, я, конечно, хочу поблагодарить всех наших граждан, которые пришли на выборы, вне зависимости от того, за кого они отдали свой голос. Отдельно хочу выразить слова большой благодарности всем тем, кто поддержал нашу команду, потому как условия выборной кампании были беспрецедентные. Мы находились под серьезным информационным давлением, применялись разного рода технологии, развешивались ярлыки, но несмотря на это, 42% граждан Абхазии, которые пришли на выборы, поддержали наши идеи, нашу команду. Ваша поддержка, безусловно, придает нам силы и уверенности в том, что мы находимся на правильном пути. Поэтому хочу, пользуясь случаем, обратиться ко всем вам, сказать следующее, что дело, идеи и повестка, в рамках которой мы проводили выборную кампанию, это дело остановлено не будет. Мы продолжим свою работу, направленную в первую очередь на защиту наших интересов, интересов нашего государства. Мы продолжим свою работу по поддержке и продвижению необходимых и давно назревших реформ, как в экономике, так и в политическом устройстве нашего государства. Хочу сделать небольшую отсылку на несколько месяцев назад. Есть, да, конечно, определенные настроения в обществе, мы их чувствуем, мы их ощущаем, о том, что есть люди расстроены результатом этого голосования. Но я хочу вам сказать, что мы все вместе, с учетом, опять же, того, как проходила эта выборная кампания, мы все вместе одержали огромную победу. Мы показали всему миру, что в Абхазии огромная часть нашего общества стоит за эти идеи. Эта часть общества будет только увеличиваться, и мы все для этого сделаем. Что касается уже официальных итогов голосования, которые были сегодня озвучены Центральной избирательной комиссией. Несмотря на огромные процессы, которые происходили, огромные негативные процессы, которые происходили в выборный период, я еще раз повторю, это манипуляции, развешивание ярлыков, информационный прессинг и так далее. Вы все прекрасно и без меня знаете. Но мы уважаем выбор нашего многонационального народа. И, естественно, в рамках той политической платформы мы будем продолжать свою работу. Оспаривать результаты голосования не считаем необходимым, потому как есть определенные обстоятельства, которые говорят нам о том, что в этом смысле перспектив никаких там быть не может. Есть судебная система, прокуратура, которая за предыдущие 5 лет уже мы неоднократно обращались, и в ходе выборной кампании реакции особой не было. Мы уважаем выбор абхазского народа, мы не хотим накалять обстановку, все должно проходить в рамках закона, все должно проходить спокойно, никакой эскалации быть не должно. Мы думаем о будущем нашего государства. И не только решая какие-то короткие политические задачи, мы думаем о долгосрочной перспективе. И, конечно же, я не могу не отметить тот факт, что президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поздравил избранного президента. Мы не будем уподобляться нашим оппонентам, которые 2019 года после поздравления президентом Российской Федерации
тогда избранного президента Рауля Хаджимба, они опротестовывали эти решения. Ради будущего нашей страны мы не будем накалять обстановку. Но вместе с тем, я хочу сказать, что мы продолжаем политическую борьбу. Мы сейчас уже несколько дней ведем консультации. Мы провели разного рода профильные совещания, в рамках которых мы договорились, что мы будем создавать одну мощную политическую платформу, которая будет направлена, ее деятельность будет направлена на то, чтобы защищать наше государство от разного рода вредоносных инициатив. Естественно, мы не допустим никакого преследования наших граждан по политическим мотивам. Этот сценарий вообще должен быть исключен. Что касается Бадры Гунба, если Бадра Гунба намерен быть не просто избранным президентом очередным, а лидером всей нации, всего многонационального народа, настроен на созидательную повестку, настроен на то, чтобы сделать наше государство сильнее, то в этом мы ему помощники. Если же будут какие-либо попытки, по чьей бы инициативой они не были инициированы, попытки вернуться к той повестке, которая привела к событиям 15 ноября, естественно, со стороны наших граждан, с нашей стороны, эти попытки будут останавливаться. Еще я хотел бы в заключении сказать несколько слов. Мы наблюдаем в социальных сетях определенную агрессию, направленную на армянскую часть нашего населения. Я призываю всех наших граждан не поддаваться на эти провокации. Мы не должны делить свой народ по национальному признаку. Все граждане Абхазии, вне зависимости от национальности, это члены нашей одной общей семьи. Необходимо перелистнуть эту страницу. Надо стараться еще больше сплотить наш народ ради тех целей, которые заложены в основе строительства нашего государства. Спасибо.